Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, хаумагы дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Мы продолжаем еженедельный выпуск «Обсудим с Русланом», где мы обсуждаем новости за эту неделю. Так, сегодня я хотел бы с вами обсудить три темы, которые я считаю, на мой взгляд, важными, которые прошли на этой неделе. Первая тема – это связанная с тем, что правительство Российской Федерации продало 57,43% акций БСК «Сода» компании «Росхим», которая связана с Аркадием Ротенбергом. Вообще с братьями Ротенбергами, это олигархи, которые близки к Путину, его друзья. Так вот, кто не знает вообще и предысторию всей этой темы, связанные с БСК «Сода», с Шиханом Куштау, то я сейчас коротко вам расскажу, для тех, кто не знает, или для тех, кто мало знает, как на самом деле все, что было. До 2013 года, тогда эта компания называлась не БСК «Сода», а ОАО «Сода», открытое акционерное общество «Сода». И на тот момент, до 2013 года, 62% акций этой компании принадлежало правительству Республики Башкортостан. Не Российской Федерации, а правительству Республики Башкортостану. В 2013 году, это было при Рустеме Хамитова, произошла мутная история с слиянием компании ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Это два предприятия, которые расположены в городе Стерлитамак. И по результатам слияния этих двух акционерных обществ появилась БСК «Сода». Да? Башхим, вообще предприятие, компания Башхим. ОАО «Сода» было переименовано в БСК «Сода», башкирская содовая компания. И в результате вот этого слияния из 62% акций, которые принадлежали Республике Башкортостан, у Республики Башкортостан каким-то чудесным, таинственным образом осталось всего лишь 38%. Тогда это вызвало бурю возмущения среди общественности. Были целые расследования, но да, так ни к чему они не привели. Акции у Республики Башкортостан, у правительства были уведены. Там замешано было само правительство во главе с Рустемом Хамитовым, подписывал все это слияние тогдашний премьер-министр Республики Башкортостан Азамат Илимбетов. Вот. Так что все они там были в деле и в теме, как говорится. Вот. Но сменился собственник у БСК «Соды. 57% перешли к таким новым уже олигархам. Это Дмитрий Пяткин, Сергей Черников и еще там у них несколько было. Вот они начали вести основную политику этой компании. Если раньше до слияния, до того как... То есть когда эти акции принадлежали Республике Башкортостан, основная часть, ОАО «Сода», скажем так, активно, помимо того, что они платили налоги хорошие в Республику Башкортостан, они еще занимались очень сильно социальной ответственностью, да, социальной политикой. Они выполняли свои социальные обязательства перед Республикой Башкортостан, в первую очередь перед городом Стерлитамаком, где располагалось вообще само производство. Кто не знает, да, то вот эта «Сода», компания «Сода», ОАО «Сода» тогда брала шефство над садиками, над школами, строила эти садики, строила школы, брала шефство над санаториями детскими, оздоровительными санаториями, детскими лагерями. Есть такой дворец «Садовик», который тоже принадлежит этому предприятию, которое его постоянно за ним смотрело. Даже была такая футбольная команда «Садовик», которая очень хорошо играла в первом дивизионе. Вот. Но то есть они вкладывали в модернизацию, плюс активно вкладывали в модернизацию предприятия самого, хорошие зарплаты там были, в инфраструктуру, дороги, мосты и так далее, и так далее. После того, как сменился собственник, и
появились новые владельцы, такие как вот я сказал, это Дмитрий Пяткин, Сергей Черников и так далее, все социальные обязательства прекратились. Но по остаточному принципу, скажем так, велись. Основные деньги просто выводились. Мало того, что и социальные обязательства перестали нести, то есть уже не вкладывались ни в школу, ни в детские сады, там, ни футбольная команда «Садовик» вообще, скажем так, ликвидировалась, да, прекратила свое существование. Так мало того, они начали выводить деньги из самого предприятия. Перестали платить нормальные зарплаты, зарплаты упали в несколько раз, перестали вкладываться в модернизацию производства. И большинство, все деньги практически уходили на выплаты дивидендов владельцам этих предприятий. Вот. И они, соответственно, потом начали, а так как сырье для производства соды бралось с Шихана Шахтау, еще с 50-60-х годов, к тому моменту уже Шихан Шахтау практически был срыт до нуля. И новые владельцы начали говорить о том, что теперь им нужно отдать в производство, под производство, под сырье Шихан Таратау. Это, кто не знает, красивейший такой Шихан, тоже он расположен в Ишимбайском районе, ну тоже недалеко от Стерлитамака. Тогда общественность выступила против, началось противостояние, начались акции протеста, там, митинги, пикеты, различные флешмобы и так далее. И это продолжалось до 2018 года. То есть общественность не отдавала Шихан Таратау под сырье для БСК «Соды». А БСК «Сода», новые владельцы, активно продавливали это даже через Москву. В 2018 году пришел Ради Хабиров, который сказал, что все, вопрос по сырью закрыт, Шихан Таратау не отдается под сырье для БСК «Сода», но вместо него отдается Шихан Куштау. Общественность, башкирская общественность, общественность Республики Башкортостан, жители Республики Башкортостан не приняли это решение, сказали, что нет, никакой Шихан Куштау не будет отдаваться, выступили против, началось противостояние, которое в итоге вылилось в силовое противостояние, в войну практически, да, населения Республики Башкортостан с тетушками, с чоповцами, с ОМОНом, которое натравливало власть, башкирская хабировская власть против жителей, против защитников Шихана Куштау. Но жители Республики Башкортостан победили. 15-16 августа, кульминационный момент 2020 года, был кульминационный момент, когда произошла большая драка, и жители республики победили. Тогда, мы помним, приехал Хабиров, сказал, что все, мир, повоевали и хватит, Шихан не будет больше разрабатываться. И тогда же президент Российской Федерации Владимир Путин тоже выступил отдельно по этой ситуации вокруг БСК «Сода» и вокруг Шихана Куштау, встал на сторону защитников Шихана и сказал, что... И, в общем, произошло то, что эта компания, то есть Путин тогда наехал на владельцев БСК «Сода», сказав то, что они выкачивали все ресурсы из компании, не вкладывались в модернизацию, выводились деньги в офшор. И тем самым, и сразу же после этого все акции у БСК «Сода», вообще все предприятие было национализировано и передано в собственность Российской Федерации. Почему в собственность Российской Федерации? Для меня, например, вопрос. Если кому и отдавать, национализировать и возвращать кому, то Республике Башкортостан, потому что Республика Башкортостан владела 60% этого предприятия. Но нет, они в собственность Российской Федерации передали эту компанию, вернули 38% акций Республики Башкортостан, оставшиеся были у собственности у Российской Федерации. И вот на этой неделе в итоге оставшиеся 57%, 57,43% продали точнее, правительство Российской Федерации продало компании холдингу Росхим, которым владеют Ротенберги. Ростислав Мурзагулов несколько лет назад, после того, как уехал из Российской Федерации и обосновался в Европе, начал говорить о том, что это все протесты вокруг Шихана Куштау были спланированы заранее из Москвы, инспирированы Ротенбергами,
для того, чтобы вот как раз завладеть этой компанией. На самом деле, конечно же, это не так. На самом деле никакой спланированной, скажем так, защиты горы Куштау не было, потому что защита шиханов вообще, что Таратау, что Куштау, началось еще очень давно. Еще когда не было ни Хабирова и даже Хамитова, когда не было. Вот, началось. Уже тогда начали высказываться владельцы соды о том, что нужно следующий шихан отдать им в разработку. Просто правительство, в этой ситуации правительство Российской Федерации, Путин, Ротенберги, они просто встали над схваткой. Они стали над схваткой, они воспользовались вот этой всей ситуацией, чтобы забрать предприятие у бывших владельцев, национализировать и потом передать своим людям, потому что предприятие жирное, предприятие богатое, конечно же, много кто хотел им завладеть. Воспользовавшись этой ситуацией, когда народ выступил против, они якобы перешли на сторону народа и, воспользовавшись этим, забрали предприятие у прежних владельцев и через какое-то время, выждав 5 лет, получается, передали Ротенбергам. Потеряла ли от этого республика что-то? Я считаю, что абсолютно ничего не потеряла, потому что как было 38% акций на момент того момента, когда национализировали предприятие, так 38% и осталось у Республики Башкортостан. Конечно, это не те 62%, которые были изначально, но 38% как было, так и осталось. То есть ни 1% Республика Башкортостан не потеряла. Мало того, Шихан Куштау сохранился в целостности и сохранности. Мало того, ему еще дали статус памятника природы. Говорит ли это о том, что сейчас, после того, как владельцами компании БСК «Сода» стали Ротенберги, люди, которые близки к Путину, говорит ли это о том, что сейчас они могут начать разработку Шихана Куштау повторно, попытаться? Вполне возможно, такое может произойти. Учитывая, что ситуация в стране изменилась, репрессии были очень большие, и до сих пор идут очень большие репрессии, мало осталось реальных защитников, многие напуганы, многие сидят. Конечно, Ротенберги могут попытаться вновь, скажем так, положить лапу на какой-то очередной шихан. Но пока этого не произошло, это первое. Во-вторых, мы отстрочили, даже если это произойдет, не дай бог, конечно, не дай Аллах, это произойдет, то в любом случае, когда это произойдет, неизвестно. Если это произойдет, то когда это произойдет, это неизвестно, никто об этом не знает еще, будет ли это вообще на самом деле. Как говорится, а там дальше либо Ишак сдохнет, либо Падишах сдохнет, да, как говорится. Может, к тому моменту уже и режим Путина рухнет, и все наши шиханы сохранятся. Вот. Пока же, на данный момент, мы Шихан Куштау сохранили. И когда нам говорят, что вот это все было заранее спланировано, а я напомню, что Ростислав Мурзагулов выступал за уничтожение Шихана Куштау. По крайней мере, если бы тогда мы не спасли бы Шихан Куштау, то он уже 5 лет как уничтожался бы сейчас. Там бы происходили взрывы, вырубили бы весь лес и так далее. Пока на данный момент Шихан Куштау в целости и сохранности, у него есть статус памятника природы Республики Башкортостан, поэтому все в порядке. И будем надеяться, что так оно и будет. Это вот первая тема, которую я хотел с вами обсудить. Также на прошлой неделе, 12 июня, вся Россия и Республика Башкортостан в том числе отмечала День России, 12 июня. Но у нас особый такой случай в нашей Республике Башкортостан. Дело в том, что 12 июня одновременно с Днем России отмечается еще 2 дополнительных праздника. Это День города Уфы и день рождения Салавата Юлаева. Разберемся немножко поподробнее по каждому из них. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. И тогда вот РСФСР отделился от СССР. То есть, когда говорят, кто первый начал разваливать СССР, то надо понимать, что первым начала разваливать сама же Россия. Она первой вышла из состава РСФСР как независимое государство. И потом в последующем произошли выборы
президента РСФСР, им стал выборы выиграл Борис Ельцин. На тот момент существовало целых два президента. Был президент СССР Михаил Горбачев, президент СССР был Борис Ельцин. С тех пор 12 июня считается днем России, праздник, да? Но у нас дополнительно в Республике Башкортостан туда впихнули еще два праздника. День города Уфы, 12 июня. Почему 12 июня, никто не знает. На самом деле 12 июня он не был основан. И вообще город Уфа очень спорно, точнее абсолютно неправда то, что Уфу основали русские под предводительством. Но считается, что якобы Иван Нагой высадился со стрельцами на то место, где сейчас Уфа, и основал крепость. Да? Первый воевода, городской воевода был уже Михаил Нагой. На самом деле, конечно же, это не так. И город Уфа, точнее город на том месте существовал давно еще. И об этом активно писал и делал раскопки. И сейчас существует в Кировском районе города Уфы остатки древнего городища Башкорт. Этот город Башкорт известен по многим историческим источникам. Например, на карте венецианского картографа, такого как Пиццигани, на его карте, которая датируется 1367 годом, существовал город Пашкирти или Башкорт на берегу реки Агидель. Также данный город был в каталонском атласе 1375 года. То есть это 14 век. Также знаменитый Ибн Фадлан, багдадский посол от багдадского халифа, когда он поехал в Волжскую Булгарию с визитом от багдадского халифа, он приезжал через башкирские земли и оставил после себя достаточно такие подробные записи о том, что на территории, где сейчас мы находимся, проживает народ башкиры, достаточно сильный народ, достаточно крупный народ, описал быт тогда башкирского народа. И он же тогда и упоминал город Башкорт как один из крупнейших городов Золотой Орды. Мало того, русский историк Петр Рычков писал у себя в документах о том, что на территории Уфы до прихода русских был город, стоял город. Так что также многие знают, что до прихода русских, когда была Ногайская Орда, тогда располагалась рядом прямо с башкирскими землями, на территории города Уфы стояла ставка Ногайского хана под названием город Имян-Кала, что в переводе означает «дубовый город». Поэтому, конечно же, никакой город Уфу русские не основывали, он уже до них был. И в будущем, когда Республика Башкортостан станет независимым государством, мы поднимем вопрос о том, чтобы вернули историческое название город Башкорт. И датировка рождения города явно будет старше на 200, возможно 300 лет. То есть с начала первого упоминания города в исторических источниках. Но это явно не 1557 год, как считается, а это явно старше на 200, на 300 лет точно. Это что касается Дня города Уфы. Теперь что касается дня рождения Салавата Юлаева. На самом деле все башкиры знают, что день рождения Салавата Юлаева 16 июня, никакого не 12 июня. Почему день рождения Салавата Юлаева впихнули в День города России, в день России, вообще в этот праздник? Это политический ход. Во-первых, Салават Юлаев и Россия — это вообще два антагониста, которые воевали друг с другом. Салават Юлаев воевал против России, уничтожал карательные русские войска, захватывал крепости, сжигал их. Поэтому где День России и где Салават Юлаев? Абсолютно два антагониста, абсолютных антагониста. Это политический ход, чтобы день рождения Салавата Юлаева, который, как я сказал, 16 июня на самом деле, чтобы он не отмечался как отдельный праздник, чтобы ему не посвящались какие-либо события, празднества, чтобы у башкир не было отдельной даты. Когда была организация Башкорт, когда она легально существовала, мы
ежегодно 16 июня приходили с цветами к памятнику Салавату Юлаеву, возлагали эти цветы, там звучали торжественные речи, мы не забывали этот день. Башкирская власть по указке властей российских специально совместили эти две даты, даже 3 даты получается, да, там День России, День города Уфы и День рождения Салавата Юлаева в один день, чтобы снизить значение дня рождения Салавата Юлаева. Это, еще раз говорю, это политический ход, чтобы он, как отдельное, скажем, событие башкирского народа, затерялся среди вот этих вот глупых праздников, таких как там День России, День города Уфы. И чтобы он там практически не выделялся. Если бы он отмечался бы отдельно 16 июня, то и, конечно, ему посвящался бы весь день этому празднику. Происходили бы какие-нибудь торжественные мероприятия, как раньше при Муртазе Рахимовой были. Вот. Сейчас этого нету, и специально это, еще раз говорю, это политический ход для того, чтобы снизить значение самого Салавата Юлаева. Потому что им не выгоден такой национальный герой, которого отдельно почитают, вспоминают, проводят его день рождения, вспоминают, как он воевал против России. Конечно, российским властям это невыгодно, и они стараются максимально, скажем так, умолчать о Салавате Юлаеве, стараются максимально, чтобы этот день был, ну, такой слабенький, да, в историческом контексте. И, конечно же, когда Республика Башкортостан станет независимым государством, то мы будем отдельно отмечать день рождения Салавата Юлаева 16 июня. Никакого Дня России, конечно же, мы не будем отмечать, у нас не будет этого праздника абсолютно. А День города Уфы, как я сказал, мы подставим под вопрос. И, скорее всего, поднимем вопрос о том, чтобы вернуть историческое название нашему городу, город Башкорт. Вот это вторая тема, которую я хотел с вами обсудить. И третья тема, она в меньшей степени связана, практически она даже не связана с Республикой Башкортостан, она связана с Центральной Азией, со странами Центральной Азии. Но это такие события, которые очень значимые, на мой взгляд, и для нас тоже. И это радостные события, и которые, я считаю, что мы должны о них знать, их обсуждать и радоваться за наших братьев. Вот я отметил вот эти 3 события, которые произошли в этой неделе. Первое. Казахстан установил военное сотрудничество, подписал соглашение о военном сотрудничестве с Великобританией. По направлению миротворческое, языковая подготовка, то есть будут казахов учить английскому языку, и обучение казахских военнослужащих в высших учебных военных заведениях Великобритании. Я считаю, что отличная новость, и Казахстан уверенно отрывается постепенно от России, особенно ввиду последних событий, когда Россия напала на Украину, тем самым показала себя как неадекватного соседа, который угрожает своим соседям, нападает на них, убивает их жителей, разрушает их города. И мало того, мы знаем, что неоднократно со стороны различных российских чиновников, российских депутатов разного уровня звучали многократно, множество раз звучали угрозы в адрес Казахстана о том, что северные территории принадлежат, это русские территории, что там Казахстану их подарили, что Казахстан на самом деле никогда не был государством, что вот это типа недогосударство. Ну, в разные подобные такие заявления звучали неоднократно. Мы все слышали о них множество раз. И, конечно, эти заявления не остаются без внимания и в самом Казахстане. И они прекрасно понимают, что вот пока сейчас Россия увязла в войне с Украиной и тем самым показала, что на самом деле никакая это не вторая армия мира, и что она уже 4-й год увязла, как я сказал, в войне с Украиной. Мало того, спецслужбы украинские проводят блестящие операции на территории России, где уничтожается авиация российская, стратегическая авиация. Это показывает, что Россия, ну, как военный, скажем так, союзник, да, ну, неэффективен абсолютно. И, конечно же, они выбирают более сильных, более эффективных, которые обладают хорошим вооружением,
новых союзников. В этот раз это стала Великобритания, и я рад за Казахстан, и все, я думаю, что башкиры тоже рады, что Казахстан станет, во-первых, дальше от России в военном плане, и что Казахстан станет теперь в союзе с Великобританией более сильным государством в военном плане, что, конечно же, нас радует. Второе событие, которое произошло в Центральной Азии, это то, что в Кыргызстане, конкретно в городе Ош, снесли памятник Ленину. Это был самый большой памятник Ленину во всей Центральной Азии. Его одним прекрасным утром на этой неделе снесли, убрали, точнее, ну как его, не уничтожили, его просто перенесли на окраину города, там в какой-то там парк поставили. Но его убрали с центральной главной площади. И что сделали, что очень правильно, конечно же, и Кыргызстан постепенно избавляется от коммунистического наследия. И когда Республика Башкортостан точно так же станет независимым государством, точно так же мы будем избавляться от всего коммунистического наследия. Сейчас там в Кыргызстане коммунистическая партия, там до сих пор существует коммунистическая партия, как и в России, подняла крик, вот это неправильно. У нас же, я думаю, что мы по нашему проекту, по нашим планам, мы запретим вообще коммунистическую партию на территории Республики Башкортостан. Она будет признана экстремистской, вся ее символика, идеология будет признана экстремистской, потому что она нам принесла очень много вреда, очень много горя, очень много смертей наших башкирских и деятелей, наших национальных деятелей она репрессировала, она устраивала голодомор в Республике Башкортостан. Ну, много чего плохого сделала эта партия. Поэтому она будет запрещена, конечно же. И мы будем избавляться точно так же от всех символов коммунистического, вот этого советского режима. И у нас точно так же стоят и памятники всяким там Орджоникидзе, Ленину центральные, да, все их будем убирать. Возможно, не сносить, не разбивать их, но свезем в какой-нибудь парк, там будет как музей. Здесь, допустим, в Литве, где я живу, тоже всех когда-то там, все памятники Ленину там и другим советским вождям свезли там в один какой-то там отдаленный парк, как музей сделали. Вот, мы сделаем то же самое. Плюс также будем избавляться от названий советских. На сегодняшний момент Уфа, вот только если взять Уфу, из 7 микрорайонов города Уфы 6 имеют советские названия. Это советский район, там, да, Калининский район, Орджоникидзевский район, там, Ленинский район, Кировский район, да, вот. И только один Демский район не имеет советского названия. Плюс помимо этого огромное количество, не только в Уфе, но и вообще по другим городам Республики Башкортостан, огромное количество до сих пор коммунистических советских названий. Всякие улицы Ленина, улица Кирова, там, братьев Кадамцева, Софья Перовская и так далее, там, Блюхера. Все это 50 лет СССР, 50 лет октября, все это будет переименовываться, конечно, и будут возвращены, названы башкирскими названиями. Вот. Поэтому порадуемся за наших братьев кыргызов, за Кыргызстан, что они вот избавляются постепенно, но, конечно, долго очень. Балтийские, допустим, республики, они уже давным-давно, практически сразу же все это и запретили. Допустим, в Литве запрещена коммунистическая партия, вообще коммунистическая идеология, символика запрещена. Если ты выйдешь с каким-нибудь там гербом Советского Союза, ты можешь получить уголовную статью за это. Вот. Кыргызстан только сейчас, спустя 35 лет, избавляется от этих коммунистических символов. И последняя новость, которая касается и вообще по нашей теме, и которая касается Центральной Азии, радостная новость о том, что сборная по футболу, сборная Узбекистана вышла на чемпионат мира по футболу. Порадуемся за наших братьев узбеков, молодцы, красавцы. Это еще раз говорит о том, что когда некогда колония вышла из состава империи, обрела независимость, и она начинает развиваться. Конечно же, начинает развиваться, потому что когда ты получаешь свободу, человек, получающий свободу, он свободен в действиях во всех. Он везде, во всех направлениях развивается. И Узбекистан точно так же развивается очень активно, и экономически развивается. Кто бы что ни говорил, Узбекистан очень сейчас сильно прет экономически. Это очень такая сильная экономическая развивающая страна в Центральной Азии. Плюс она выросла в численности населения. Если кто не знает, то на момент
выхода из состава СССР, на момент обретения независимости, тогда в 90-м году, 91-м году у ней было 20 миллионов населения. Сейчас 35,5 миллионов населения. Практически в 2 раза численность увеличилась. Русского населения уменьшилась. Вот. Плюс она выросла, молодое поколение выросло, которое не знает абсолютно русского языка. У них там полностью национальные школы на узбекском, как и в других во всех странах, на родных языках, на узбекском языке на данный момент в Узбекистане. Молодежь, как я сказал, не знает русского языка, что очень прекрасно. То есть она отрывается максимально от России. Вот. И, конечно же, как и у любой независимой страны, у ней развивается и спорт. Сборная Узбекистана вот вышла на чемпионат мира по футболу. Впервые за всю свою историю независимости, впервые, первая точнее из всех бывших постсоветских республик союзных, она вышла на чемпионат мира. До этого только сборная, по-моему, Грузии и сборная Украины. Вот. Поэтому порадуемся за наших братьев-узбеков. И они сейчас, и не только они, вообще все бывшие союзные республики участвуют на чемпионатах мира по футболу, по хоккею, ну, если, там, где развит хоккей, ну, допустим, Латвия там, да, вот. Участвуют на Олимпийских играх под своим флагом, что я считаю, что прекрасно. И, конечно же, когда Республика Башкортостан станет независимым государством, она будет выступать под своим флагом на всех чемпионатах, точнее, там, по хоккею у нас очень развит хоккей, по футболу, я надеюсь, на Олимпийских играх будет. Сейчас же, пока на данный момент наши башкирские спортсмены, занимая какие-либо призовые места, выходят под российскими флагами и вообще участвуют как от сборной России, а не от Республики Башкортостан. Это все будет исправлено, конечно же, при независимости Башкортостана. И это уже будут спортсмены независимого государства Республики Башкортостан. На этом вот с этой новостью о сборной Узбекистана, которая вышла на чемпионат мира по футболу, закончим эту тему. Будем радоваться, будем болеть, держать кулаки за наших братьев-узбеков. На этом все. До следующей недели.